Добрый день, далее на Беринче радио, программа «Кыргызстан», в студии у микрофона я, Эрмек Актанов и Ирина Гимбаева, и сегодня в нашем выпуске вы услышите. В целях установления статуса снежного барса как символа национальной природы и культуры Кыргызстана. В стране разработаны логотипы национального символа страны снежного барса и порядок их использования Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора вынесло на общественное обсуждение соответствующий проект постановления Кабинета министров. К этой теме, дорогие наши слушатели, мы обращаем ваше особое внимание. И, как вы понимаете, дорогие наши слушатели, сегодня мы будем давать и, соответственно, озвучивать информацию по снежному барсу. Необходимо отметить, что для нас, для кыргызстанцев, снежный барс – это не просто вид, это даже часть нашей культуры и идентичности, и его сохранение – наша общая ответственность. Кстати, в Кыргызстане снежного барса признали национальным символом страны. Я напомню, что соответствующий указ президент Садыр Джапаров подписал 30 декабря 2023 года. И в этой связи глава государства поручал Кабинету министров принять меры по защите популяции снежного барса, а также его экосистемы в нашей стране. На заснеженных вершинах Тянь-Шаня, Памира, Алтая, Гималаев, на высотах, где трудно человеку добраться, обитает удивительное животное, снежный барс. Его редко кто видел живьем, однако в последнее время он спускается вниз. Он бесшумен, скрытен, словно призрак. И все же он реальность хрупкая и ускользающая. Например, с 1986 по 2017 годы снежный барс числился как вид, находящийся под угрозой исчезновения, согласно оценкам Международного союза охраны природы. Позже его статус изменили на уязвимый, однако это связано скорее с усовершенствованием методов оценки, чем с реальным ростом численности. Сегодня в дикой природе по разным оценкам существует до 4000 особей, и в ряде регионов популяция продолжает сокращаться, в некоторых регионах, наоборот, увеличивается. И самая большая опасность для барса – это все же еще человек, но в то же время, в последнее время говорят о том, что браконьерство уменьшилось. Тем не менее, мы узнаем, какие трудности испытывают снежные барсы, сколько их осталось в Кыргызстане. Об этом будем говорить. Также хотелось бы отметить, дорогие наши слушатели, что снежный барс внесен в красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или даже исчезающего вида в 12 странах мира. К тому же отмечается, что снежный барс является индикатором стабильности здоровья горной экосистемы, которая занимает 1/3 глобальной территории. Также, вот я, кстати, отмечала и напоминала, что в декабре 2023 года указом президента страны снежный барс был официально признан национальным символом, и также озвучиваются достижения Кыргызстана в сфере охраны природы. Это запуск национального учета снежного барса, внедрение смарт-патрулирования, создание новых особо охраняемых природных территорий, а также начало формирования экологического коридора Ак-Илбирс, который соединяет, в общем, несколько площадей, и даже озвучивается такое количество, что это около 1 миллиона гектаров. На самом деле мы сегодня к этой теме обращаем ваше внимание. Как я уже отметила, сегодня одним из информационных поводов является то, что разработаны в нашей стране логотипы национального символа страны снежного барса и порядок их использования. И, кстати, в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора отмечают, что принятие данного документа укрепит имидж страны как страны, которая активно работает над сохранением природы и защитой уникальных видов животных. Сегодня мы поговорить на эту тему пригласили гостя в студию прямого эфира. Сегодня у нас в гостях заведующий отделом животного мира Управления биоресурсов Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Эркинбек Мамаев. Эркинбек Тургуналиевич, здравствуйте, спасибо за то, что нашли время и сегодня
сегодня пришли в студию прямого эфира. Здравствуйте. Эркинбек Тургуналиевич, вот прежде чем говорить о том, что вот разработаны логотипы национального символа страны, снежного барса и порядок их использования, ну, хотелось бы, чтобы вы сейчас в общем обрисовали картину и далее озвучили информацию по снежному барсу. То есть, что сегодня мы имеем? Мы понимаем, что снежный барс — это такое вот легкое, грациозное животное, да, таинственное, может быть, загадочное, но, тем не менее, мы не зря сегодня говорим о том, что это национальный символ нашей страны, и, соответственно, сегодня мы и будем говорить о том, то есть какая работа проводится, о том, какие меры по сохранению этого редкого животного предпринимаются в нашей стране. Пожалуйста, Эркинбек Тургуналиевич. Несмотря на то, что Кыргызская республика небольшая по площади страна, всего 0,13% от всей суши на планете, здесь встречается около 3% всех видов животных, которые есть на Земле. И особенно хочется обратить внимание на сохранение нашего национального символа снежного барса. Снежный барс является выдающимся представителем нашей фауны и символизирует связь кыргызского народа с дикой природой. Это величественный хищник, находящийся под угрозой исчезновения, олицетворяет уникальную экосистему горных экосистем Кыргызской республики. Мы осознаем, что сохранение этого вида – это не только вопрос экологии, но и вопрос нашей идентичности и нашей культуры, нашего народа. Снежный барс, он таинственный и загадочный зверь. До сих пор остается одним из самых малоизученных видов кошачьих во всем мире. Очень мало известно о биологии этого редкого хищника, а численность в пределах современного ареала распространения, она весьма условна. Для многих азиатских народов, не только для кыргызского, это символ силы, благородства, власти. Фольклор Азии полон историй и легенд об этом неуловимом хищнике. Мало кому удается увидеть снежного барса в дикой природе. Чаще можно встретить следы его жизнедеятельности. Это поскребы на деревьях, задиры хищника, поскребы на земле, задиры хищника на деревьях, а также куски шерсти, экскременты или мочевые точки на камнях. Снежный барс внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого и исчезающего вида во всех 12 странах ареала его обитания. Это Россия, Монголия, Китай, Казахстан, Афганистан, Индия, Кыргызстан, Непал, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Бутан. Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской республики в целях изучения ареала обитания, учета численности, сохранения и увеличения популяции снежного барса ведет следующие работы. Мы устанавливаем фотоловушки, а также проводим охранные рейдовые мероприятия. Фотоловушки в основном были установлены в Житомирских сыртах, Атбашинск, также в сыртах Нарынской области, то есть там, где численность снежного барса, в основном, где снежный барс обитает. И ежегодно Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора проводится ежегодный учет численности диких животных, в том числе и барса. По последнему учету численности 2024 года популяция снежных барсов составляет 511 голов. То есть, если взять динамику учета численности с 2013 по 2024 годы, если она в 2013 году была 282 особи, то в 2024 году 511 особей. Также проводятся постоянные нашими егерями рейдовые мероприятия. И благодаря
работе по охране не только снежного барса, но и других видов диких животных случаи браконьерства уменьшились. И последние годы, практически года уже 3, нету случаев браконьерства. Этому еще причина то, что в 2024 году постановлением Кабинета министров были увеличены таксы за исчисление причиненного ущерба объектам дикого животного мира с 1,5 миллиона сомов за одну особь барса до 2 миллионов. То есть, если на сегодняшний день будет увлечен факт браконьерства, то браконьер понесет наказание выплаты исковой суммы в размере 2 миллионов сомов. И это очень большая сумма, и поэтому население, браконьер тоже подумает, прежде чем пойти на такой рискованный шаг. Кроме этого, министерством проводится очень большая разъяснительная работа в средствах массовой информации, на телевидении, радио, в социальных сетях. Периодически, постоянно проводится работа по проводимой работе по охране и защите объектов животного мира, в том числе нашего символа снежного барса. Вы сами прекрасно знаете и несколько раз уже упомянули, что руководство нашей республики тоже принимает очень активное участие в деле сохранения нашего снежного барса. И указом от 29 декабря 2023 года за номером 369, указом президента, снежный барс признан национальным символом Кыргызской республики. Во исполнение этого указа президента Кабинет министров тоже сейчас министерством разработан проект проект решения Кабинета министров, также о признании снежного барса национальным символом. Кроме этого, была проведена в 2024 году очень большая работа и по 2025 год по созданию логотипа снежного барса. И через дизайнерскую группу iMedia было разработано 5 вариантов логотипа снежного барса. После представления в администрации президента были отобраны 3 варианта логотипа. Из 3 вариантов логотипа, эти варианты логотипа были доработаны дизайнерами, и после этого руководством республики был одобрен один вариант, который на сегодняшний день утвержден, и сделали описание этого логотипа и разработали порядок его применения. Так что логотип снежного барса, наш национальный символ, он будет теперь во всех мероприятиях официальных будет использоваться. И это еще раз создаст такую как бы площадку, да, чтобы наше население, наш народ, он еще стал бережнее относиться к этому грациозному, величественному животному, который существовал, наверное, с нашими... Сколько существует кыргызский народ, я думаю, столько и он всегда был в таком тесном сплетении с этим животным. Потому что вся наша история, она связана с упоминанием этого величественного животного. На самом деле, вот в начале вы речи своей отметили по поводу численности барсов на территории Кыргызстана. Учитывается ли вот при подсчете, например, детеныши барсов, потому что часто говорится о том, что многие детеныши не доживают и до 6 месяцев. Первый вопрос. А второй вопрос по поводу того, что насколько вот именно изменение климата влияет на
место обитания этого грациозного животного. Часто мы видим и в социальных сетях о том, что люди на камеры запечатлевают этих животных уже ближе к человеческому существованию, к обитанию человека. Насколько это может говорить о том, что тот же хищник уже не может найти высоко в горах пищу, и порой приходится спускаться вниз, и нужно понимать о том, что уже человек не представляет опасности для барса в некоторых случаях, а уже больше изменение климата влияет на место обитания этого животного. Да, изменение климата, как вы сами знаете, оно оказывает влияние на все, в принципе, на все аспекты нашей жизни, в том числе и на диких животных. Кормовая база основная снежного барса — это дикие козлы и горные бараны. И в связи с тем, что температура повышается, эти грациозные животные тоже уходят вверх. И в поисках пищи иногда снежный барс спускается и ниже, там, где пасется, например, домашний скот. И бывают случаи, что снежный барс нападает и на домашний скот. Но в этом плане министерство работает, сотрудничает с такими неправительственными организациями, как фонд Ильбирс. Фонд Ильбирс тоже старается, его деятельность направлена на сохранение тоже этого величественного животного. И они ведут такую работу. Например, если они строят кошары из таких железных прутьев, закрытые, чтобы туда не попадал хищник. Это за счет денежные средства выделяются этим фондом, и взамен этого как бы мы получаем, ведь в горах это чабаны, а чабаны являются как бы первыми, кто может нанести урон этому хищнику, да, защищая свой скот. И поэтому, чтобы минимизировать вот это влияние, антагонизм между чабаном и барсом, фонд Эльбирс идет на такие меры. И это тоже по всему миру есть такие положительные примеры, которые дают шансы сохранить нашего дикого хищника. Архимаг Тургуналевич, правильно ли я понимаю, что вот мы сегодня же говорим, какие меры по сохранению снежного барса предпринимаются, то, что вот к этой работе вы привлекаете местное сообщество, да, то есть такой подход, он на самом деле может реально показать, да, результаты в долгосрочной перспективе? Конечно, потому что местное население, местные сообщества должны быть в первую очередь заинтересованы, чтобы этот хищник находился и существовал в той местности, где они проживают. Потому что в последнее время мы все знаем, что развивается туризм в нашей республике, да? Особенно фототуризм тоже в последнее время начал развиваться. И нахождение этого, существование данного грациозного животного в данной местности, оно и будет привлекать, это реклама для привлечения туристов, да, и или, как говорится, без животного мира просто местность или наличие большого количества диких животных, разнообразных, да, оно и красиво, и духовно будет богато наше население. Архимаг Тургуналевич, мы продолжим наш разговор чуть позже. Сейчас новости этого часа, новости послушаем, после чего продолжим.
Аэропорты Нарын и Казарман официально открыты. Об этом сообщил председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манас Самединов. На открытии аэропорта Нарын присутствовал президент Садыр Джапаров в офлайн формате, а на открытии аэропорта Казарман он участвовал онлайн. Инфраструктура, взлетная посадочная полоса и системы безопасности приведены в соответствие с международными стандартами. Возрождение аэропорта Нарын является частью долгосрочной стратегии по развитию региональной авиации. Он обеспечит прямое авиасообщение с другими регионами, станет важным элементом транспортной системы и даст импульс развитию туризма, экономики и привлечению инвестиций. На прошлой неделе первая авиакомпания Osman Airlines выполнила рейс по маршруту Бишкек-Нарын. История аэропорта Нарын началась в 1930-е годы. Современное здание аэровокзала было построено в 1964 году. Взлетно-посадочная полоса и перрон в 1974 году. Аэропорт Казарман действует с 1940-х годов. Современный терминал и взлетная полоса построены в 1985 году. Последний рейс был выполнен в 2003 году, после чего несколько раз предпринимались попытки возобновления работы. Аэропорт расположен на высоте более 1200 метров над уровнем моря. Взлетно-посадочная полоса длиною 1840 метров принимает воздушные суда до 22 тонн, включая Dash Q400, Ан-2, Ан-26, Як-40 и вертолеты. В 2022-2023 годах была проведена масштабная реконструкция инфраструктуры, а в ноябре прошлого года аэропорт был признан полностью готовым к эксплуатации. С сегодняшнего дня отсюда начнут выполняться регулярные рейсы, открывая новые возможности для жителей области и гостей Кыргызстана. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Асымалиев поздравил сотрудников Государственной службы финансовой разведки при Минфине Кыргызской республики с 20-летием со дня образования ведомства. В своем обращении он отметил, что за 2 десятилетия служба стала важной частью системы финансовой и экономической безопасности нашей страны, успешно противодействует финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов, а также укрепляет доверие к финансовой системе. Касымалиев подчеркнул значимый вклад ветеранов службы и выразил уверенность, что коллектив продолжит укреплять институты финансовой прозрачности и содействовать устойчивому развитию Кыргызстана. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Асымалиев сегодня посетил специальную общеобразовательную школу-интернат для слепых и слабовидящих детей в столице. Об этом сообщили в Кабмине. В ходе визита Адылбек Асымалиев ознакомился с условиями обучения и проживания учащихся, прибывших из всех регионов Кыргызстана. В школе-интернате реализуются образовательные программы с использованием системы Брайля и плоскопечатного шрифта. Обучение ведется с 1 по 11 классы, начиная с возраста 6-7 лет. Председатель Кабмина осмотрел учебные корпуса, общежития, учебные мастерские, спортивную площадку, столовую, спортивные и актовые залы и медицинский пункт. Состоялась встреча с руководством и педагогическим коллективом школы-интерната. По итогам осмотра было отмечено, что школа-интернат, функционирующая с 1939 года, требует комплексного обновления. В ходе осмотра здания школы Адылбек Асымалиев поручил начать подготовку предложений по строительству новой современной школы-интерната, отвечающей всем необходимым требованиям. Он также поручил в ближайшее время обеспечить закупку необходимого специального оборудования для учебного процесса, учитывающего особенности здоровья учащихся, тактильные доски, наглядные и рельефные поверхности, 3D-карты, умные очки и трости и так далее. Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления вынесло на общественное обсуждение законопроект о переименовании города Джалалабад Джалалабадской области в город Манас. Законопроект направлен на укрепление национальной идеологии, на присвоении городу Джалалабад имени великого Манаса, исторической личности народного героя, защитника кыргызского народа от различных нашествий. Основанием для изменения названия города послужило обращение жителей города. Данная инициатива выдвинута с учетом происходящих в городе изменений в качестве примера для будущих поколений. В настоящее время численность населения города превышает 180
186 400 человек. Генеральный план города с внесением изменениями был утвержден в 2023 году. Вопрос переименования города был рассмотрен и приняты решения на собраниях местных жителей. На сессии депутатов городского Кенеша приняли соответствующее решение. Вопрос одобрен полномочным представителем президента Кыргызской республики Джалабадской области и внесено предложение. Комитет Жогорку Кенеша по аграрной политике сегодня, 8 сентября, в первом чтении рассмотрел законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам периодичности внесения изменений в кодексы. Документ представила заместитель министра юстиции Сайра Ызакова. По ее словам, инициатива направлена на повышение стабильности правового регулирования и снижение правовой неопределенности, так как частые изменения кодексов осложняют правоприменение и снижают доверие к правовой системе. Проект предусматривал возможность внесения поправок не чаще одного раза в год, за исключением чрезвычайных и кризисных ситуаций. Однако депутаты Жогорку Кенеша выступили против законопроекта, отметив его противоречие Конституции и правам парламентариев, и предложили вернуть документ без одобрения. В Атбашинском районе Нарынской области полномочный представитель президента Кыргызской республики в Нарынской области Нурбек Сатаров заложил капсулу для строительства центра гемодиализа. Полпред во время встречи с местным населением Атбашинского района рассказал о проделываемых работах в Атбашинском районе. В частности, он рассказал о строительстве 2 детских садов, мини-ГЭС, спорткомплекса, школы, а также о сдаче в эксплуатацию нового парка и строительстве других объектов. В Токмоке открылся новый центр обслуживания населения ЦОН. Об этом сообщили в госучреждении Хзмат. В мероприятии приняли участие управляющий делами президента Ханыбек Туманбаев. ЦОН расположен по адресу город Токмок, улица Ибраимова, 1/1. Это бывшее здание автовокзала. Общая площадь центра 1000 квадратных метров, что позволит обслуживать более 150 тысяч жителей города и Чуйского района. В новом ЦОН предоставляются все основные государственные услуги: оформление паспортов, услуги ЗАГС, присвоение ПИН, регистрация граждан и иностранных граждан. Для удобства предусмотрены зона фотоуслуг, VIP-обслуживание, касса-торжественный зал для регистрации браков, нотариус и комната матери и ребенка. Штат сотрудников увеличен до 12 специалистов и 5 технических работников, что позволит ежедневно принимать до 600 посетителей и сократить время ожидания. Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики сообщает, что конкурс проводится в рамках программы по поддержке развития молодежного предпринимательства на 2025-2028 год. Его цель – помочь молодежным организациям, инициативным группам и отдельным представителям молодежи в реализации социальных значимых образовательных, культурных и предпринимательских проектов. Кыргызстане готовится к масштабному культурному событию, международному айтышу кыргызских и казахских акынов, приуроченному к 225-летию со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля Алыбека Датки. Об этом сообщили в Минкультуры. Отмечается, что айтыш призван не только почтить память Алыбека Датки, сыгравшего важную роль в укреплении кыргызской государственности и независимости, но и популяризировать искусство устного поэтического состязания, которое из поколения в поколение воспитывает уважение к духовности, традициям и единству народа. Отборочный тур пройдет 11 сентября этого года в Алайском районном доме культуры в селе Гульча. Регистрация участников состоится с 9 утра до 10 утра. Финальный айтыш состоится 12 сентября этого года на Джайло Алыбек Датки в Алайском районе. Призовой фонд айтыша составит 6 миллионов сомов. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Джалабадской и Сыкульской областях, горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Чуйской области и по остальной территории без осадков, днем местами в Чуйской, Сыкульской, Нарынской областях, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской областей, кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне Ошской, Джалабадской области и в Таласской, Баткенской областях без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду.
секунду. Температура воздуха: Чуйской области ночью плюс 10-15, днем плюс 25-30. Таласской области ночью плюс 5-10, днем плюс 24-29. Баткенская, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 16-21, днем плюс 29-34. Иссыкульской области ночью плюс 9-14, днем плюс 20-25. Наринской области ночью плюс 7-12, днем плюс 22-27. В Чолпоноте кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем с усилением до 14 метров в секунду, ночью плюс 12-14, днем плюс 23-25. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 27-29. Адам жашоосун алга сүрөгөн айкындык илимде. Илим өнүксө, өлкө өнүгөр. Ачылыштар арбын болсо, элдин турмушуна тутка болот. Ириде илимге маани берүү, оңгу жолдун талабы. Напомню вам, дорогие наши слушатели, что в эфире Беринчи радио, программа «Кыргызстан». Напомню, что в Кыргызстане разработаны логотипы национального символа страны, снежного барса и порядок их использования. Напомню, что Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора вынесло на общественное обсуждение соответствующий проект постановления Кабинета министров. И хотела бы отметить, что в Минприроды отмечают, что принятие данного документа укрепит имидж Кыргызстана как страны, которая активно работает над сохранением природы и защитой уникальных видов животных. Напомню, что сегодня у нас в гостях заведующий отделом животного мира, Управление биоресурсов, Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Эркинбек Мамаев. На самом деле предлагается использовать образ снежного барса в культурной дипломатии и продвижении имиджа Кыргызской Республики на международной арене, разработка нормативной базы для закрепления статуса снежного барса как национального символа, и также внедрение мероприятий по сохранению и увеличению численности популяции снежного барса. Мероприятия по сохранению снежного барса проводятся в местах, ареалах обитания этого редкого исчезающего вида животного. Ну и в Кыргызстане часто проводятся такие мероприятия, где стараются объяснить местному населению и населению Кыргызстана о значимости увеличения популяции снежного барса, о том, какой же он признание снежного барса национальным символом требует таких согласованных действий государственных органов, научных, образовательных учреждений и общественных и международных организаций. Скажите, пожалуйста, вот насколько часто проводятся мероприятия в Кыргызстане по сохранению снежного барса, и не ограничивается ли это простым, может быть, собранием соответствующих органов, или какая работа после того, как, например, проводятся мероприятия, проводится для того, чтобы, например, увеличить, может быть, зону обитания снежного барса. Мы знаем, что мероприятия вот даже вот на Иссыкуле, в Чолпоноте проходили по этому вопросу. Да, спасибо. Кыргызстан является лидером международных природоохранных инициатив, объединив усилия стран Центральной Азии и других государств, где обитает снежный барс. По инициативе Кыргызской Республики Организация Объединенных Наций объявила 23 октября Днем Снежного Барса. Также 5-6 июня этого года в городе Чолпонота состоялось 9-е заседание руководящего комитета глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем. В мероприятии приняли участие представители 12 стран ареала снежного барса, международные партнеры, организации системы ООН, неправительственные организации, экспертное сообщество и местные общины. Встреча стала важной площадкой для обмена опытом, согласования приоритетов в области охраны высокогорных экосистем и укрепления институционального взаимодействия. Здесь очень большую работу совместно с министерством провел секретариат глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем JSLab. Также совместно с министерством этот секретариат провел конкурс рисунков Агильбирс Алатонун Görkü в региональных управлениях министерства. Конкурс проходил в 2 этапа. На первом этапе были определены победители в каждом региональном управлении.
по итогам второго этапа министерство и GSLab наградили победителей дипломами первой, второй, третьей степени и ценными подарками. А также еще 9 участников были поощрены ценными призами за активное участие. Как я отметил, на таких встречах международного большого высокого уровня принимаются очень значимые решения по сохранению снежного барса. И также министерством разработан план по сохранению снежного барса и его экосистем. Разработаны мероприятия, определены ответственные лица и сроки исполнения. Поэтому министерство проводит очень большую работу по защите и сохранению снежного барса и будет дальше и впредь проводить эти мероприятия. На самом деле вот вопросы проведения мероприятий важны для того, чтобы сохранить снежного барса. Мы знаем, что места обитания, например, в Кыргызстане, это Нарынская, да, и Сыкульская области. Часто мы в средствах массовой информации видим, что на вот камеры, которые устанавливают егеря, специалисты в высоких горах, попадаются не только дикие животные, другие, но и снежный барс. И говорит ли о том, что вот, количество снежных барсов все-таки в Кыргызстане понемногу увеличивается, и насколько вот приспосабливаются детеныши снежных барсов или эльбирсов в дикой природе, насколько они выживают в дикой природе, и зачастую приходится как бы это понимать, что, например, в дикой природе, когда мало как бы кормовой базы, детеныши не доживают, может быть, до определенного срока времени, там, лет или, может, месяцев. Но, по нашему мнению, я думаю, не так печальна картина в связи с его нынешним состоянием снежного барса. Если посмотреть все социальные сети, то в последнее время очень часто, да, простые граждане нашей республики, проезжая, например, в Самурскую долину, да, или бывая в разных уголках в горах нашей прекрасной родины, снимают и выкладывают ролики, да, и там можно видеть, что снежный барс, например, он не пуглив. Если бы его бы отстреливали, или факты браконьерства, или было бы притеснение со стороны антропогенное воздействие, да, то есть со стороны человека, то он при виде человека за несколько сот метров он бы уже бы скрылся бы, да, а мы на этих видеороликах видим, что когда его даже снимают, он плавно, очень грациозно, спокойно уходит, правильно? И это говорит о том, что фактор беспокойства этих диких животных уменьшается, и они уже чувствуют себя как в своей природной среде очень вольно. Насчет потомства, да, снежных барсов, вы задавали еще вопрос, что при учете фиксируется ли, принимается ли учет потомства снежного. При учете численности он принимается все живые существа, в том числе и потомство. И я не думаю, что также с потомством, что из-за них кормовая база сегодня достаточная для снежного барса. И тенденция по его сохранению только в лучшую сторону идет на сегодняшний день. Архимбек Тургуналиевич, не могу не спросить, вот мы сегодня озвучиваем, что предпринимаются меры, решения для того, чтобы сохранить снежного барса. Вот отметили, что снежный барс объявлен национальным символом. 23 октября объявили Международным днем снежного барса. Потом вы чуть ранее отметили, что штрафы за незаконный отстрел увеличен до 2 миллионов
сомов, да? иски, да. Значит, увеличили штрафы и на кормовую базу. Вообще, вот если говорить о динамике браконьерства в отношении снежного барса, можно ли говорить о том, что динамика, она снижается? Насколько вот сейчас фиксируются факты незаконного отстрела снежного барса? Каким образом Я, ведется эта как работа? ранее отметил, Ну, фактов становится меньше, к счастью. фактов практически последние 3 Нет. года нету. Мгм. Нашим министерством ежегодно весной проводится День егеря, отмечается. И ежегодно в этот день мы отмечаем передовых егерей, которые внесли большой вклад в дело сохранения диких животных и борьбе с браконьерством. Сюда мы отмечаем не только отличившихся егерей, но и сотрудников милиции. И им идет вознаграждение в денежном эквиваленте. Также министерством внесены изменения в законодательство, то есть если сегодня любой гражданин, который вскроет факт браконьерства, то от суммы предъявленного иска и выплаченного браконьером 50% пойдет идет тому человеку, который помог вскрыть этот факт браконьерства. Поэтому и в законодательной части, и в разъяснительной части министерства проводится очень большая работа, и это все дает плоды. А плоды — это увеличение численности нашего грациозного животного, да, символа нашего кыргызского народа, снежного барса. И я думаю, эта тенденция будет только идти вверх, так как сознание у нашего населения, я думаю, будет повышаться, и каждый наш житель будет, ведь согласитесь, только совместными усилиями всех и каждого мы можем сохранить это грациозное животное. Это хорошо, когда грациозное животное здоровое, да, но бывают такие случаи, когда, например, барс заболел или, может быть, у него какая-либо травма. Что в таком случае делаете? Помещаете его в реабилитационный центр, Да. или какими-то, может быть, своими усилиями стараетесь, ну, может быть, на местах привести его, ну, скажем так, в надлежащее состояние? Очень большую проводит работу в этом направлении совместное кыргызско-германское общество НАБУ. Они вот раньше были случаи, когда после фактов браконьерства, да, они изымали раненое или получившее травму животное, и они в этих реабилитационных центрах их выхаживали и содержали. Также у нас есть зоопарк, да, в городе Каракол, который тоже содержит диких животных, пострадавших от рук браконьеров или конфискованных от браконьеров диких животных и птиц. И там они проходят процесс реабилитации, и потом уже когда животное уже дикое становится здоровым, выпускается в природу. На самом деле, вот если говорить про жизнь снежных барсов, есть данные, что они живут в среднем от 12 до 13 лет, а вот в некоторых центрах, о которых вы выше говорили, барс дожил до 26 лет. В целом, если брать, вот детеныш появляется, например, в неволе, ну, в зоопарке или вот где он обитает, насколько возможно, что он выживет в дикой природе, или все-таки это невозможно? Но я считаю, что в дикой природе выжить такому животному будет практически невозможно, так как все инстинкты природные, которые в нем заложены на генном уровне, они при содержании в полувольных условиях, они практически исчезают. Мы говорим сегодня о том, что Кабмин вносит на общественное обсуждение проект постановления о признании статуса снежного барса национальным символом нашей страны. И документ разработан в целях установления статуса снежного барса. Вот в данное время обсуждается данный вопрос после
принятия, скажем, постановления, вот если он будет снежный барс символом, национальным символом Кыргызской Республики, по вашему мнению, каких, может быть, мероприятиях, может быть, на международных симпозиумах, встречах может использоваться вот данный символ? Я думаю, этот символ будет и дизайнерская студия iMedia, когда он разрабатывался, были различные варианты его применения. То есть на официальном борту номер 1, да, самолет, на самолете будет. Также при всех официальных встречах будет использоваться. Также он будет использоваться этот логотип может использоваться на всех таких памятных этих ручках, брелках там и так далее, я думаю. На самом деле, вот мы даже знаем современные фильмы, вот «Кыргызское чудо», где этому животному обращают большое внимание не только вот именно, может, в художественных фильмах, в документальных фильмах, да и вот мы сейчас говорим о том, что вносится общественное обсуждение про проект постановления о признании статуса снежного барса национальным символом Кыргызской Республики. По вашему мнению, вот насколько вот население, может быть, которое живет рядом вот с местами обитания снежного барса, понимает вот значимость того, что это животное на самом деле как бы олицетворяет и Кыргызстан, и вот эту грациозность животного, и в целом вот именно ту природу, которая существует у нас в нашей стране. Ну, сейчас 21 век, местное сообщество, сейчас и телевидение, и все спутника, оно дошло и до тех мест, да, где раньше, может, такой возможности не было. Особая благодарность это работникам, это вам, работникам радио, да. Благодаря, если телевидение не все смотрят, то самые отдаленные уголки, в самых отдаленных уголках наши граждане, они обязательно слушают. Те же чабаны взять, да, они слушают обязательно радио. И сегодня, наверное, нашу беседу тоже слушают, да. И благодаря вот этой информационной работе, благодаря вашей работе, благодаря вам, я думаю, сознание нашего местного населения, оно с каждым годом будет повышаться, и каждый житель примет, внесет свой вклад в дело сохранения снежного барса. Ну, мне вот сейчас интересно, я на самом деле сейчас открыла сайт Эркинбек Тургуналиевич. Мы же сегодня говорим о том, что разработаны логотипы национального символа страны снежного барса. Вот их здесь 3. Получается, из этих 3 нужно что-то выбрать одно? Вот посмотрите внимательно. Ну, конечно, радиослушатели и пользователи Фейсбука не могут увидеть. Это один логотип в различных вариациях использования. То есть можно сейчас вот посредством общественного обсуждения выбрать, да? И где будет большее количество голосов? Да. И вот видите, дизайнерская студия, она предложила этот вариант в различных этих вариантах. Нет, логотип один. Вы видите, да, силуэт, вот все. Написание, порядок правописания этих букв, все единый. Единственное, на каком элементе, где будет использоваться, будут разные варианты использования. Спасибо за конкретизацию. Вот этот вопрос тоже меня сейчас интересовал, теперь я понимаю. Время нашей программы «Кыргызстан» завершается. Мы сегодня говорили о том, что в Кыргызстане разработаны логотипы национального символа страны, снежного барса и порядок их использования. И надо сказать, что Минприроды вынесла на общественное обсуждение соответствующий проект постановления Кабинета министров. И сегодня у нас в гостях, уважаемые радиослушатели, напомню, был заведующий отделом животного мира Управления биоресурсов Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Эркинбек Мамаев. И на этом наша программа завершена. Оставайтесь и далее на Биринчи радио.